Туристический кластер может и должен стать драйвером развития экономики на местах. Муниципалитетам надо более активно продвигать свои бизнес-проекты, входить в федеральную программу для дополнительного финансирования турмаршрутов. Уже действующих и тех, кто только в стадии разработки. Туристический бизнес – это новое развитие территории, рабочие места и поступление в местный бюджет, заявил глава на заседании Совета по местному самоуправлению. Депутаты парламента и главы районов обсудили, как сделать турпоток в Коми более массовым и что мешает сегодня этому. Татьяна Супряткина внимательно выслушала докладчиков. Горка в Устилимском районе, Луд в Выжме. Этими праздниками Коми славится уже давно. Туристы со всей страны съезжаются, чтобы увидеть самобытную культуру. Но маршрутов и вариантов на самом деле гораздо больше. Каждый муниципалитет сегодня делает упор на туризм. Мы знаем, что наша республика очень богата такими туристическими маршрутами. Да, они находятся сегодня в разной степени готовности, в разной степени проработки, в разной степени подготовки. Но еще раз могу сказать, что в любом районе основной упор сегодня делается на развитие туристической, рекреационной наших возможностей. Медленно, но верно россияне отдают приоритет отдыху в своей стране. Выбирают неизведанные тропы. К примеру, за последние пару лет поток на Полярный Урал, на побережье Карского моря и в Печоро-Илычский заповедник вырос в разы. Вы настолько богаты в сфере туризма, что все направления, которые существуют в туристической индустрии, они должны у вас развиваться. И то, что я буду рассказывать о комиссии по туристско-рекреационного потенциала и федеральной целевой программе, но есть масса направлений, которые четко подходят под эту федеральную целевую программу. То, что туристов отпугивает отсутствие инфраструктуры, и дорог нет, и туалет на улице, с этим в некоторых муниципалитетах не согласны. На север едут как раз те, кто устал от повседневного комфорта. К примеру, для того, чтобы попасть на плато Маньпупунер, надо преодолеть сотни километров непроходимых дорог. И люди едут туда даже семьями. Спрос так высок, что власти задумались даже о строительстве дороги в этом направлении. Цена вопроса только вот миллионы. Конечно, можно получить поддержку на федеральном уровне, но попасть в целевые программы сложно, разводят руками главы. Мы делали на протяжении 5 лет последних попытки попасть в любую программу для участия в туризме, развитии туризма, но результатов этого никаких не дало. Поэтому мы все-таки остановились пока на том виде, что мы внутри района создаем гостевые дома. У нас внутренний туризм имеется, въезжает нам в гости. В настоящее время порядка 500 гостей только посетило с начала года. Это и детский туризм, и взрослые, и зарубежья приезжали к нам в гости. Все понимают, что без дорог и качества услуг туристический бизнес расширять сложно. В первую очередь требуются кадры. Сложилась странная ситуация. В Коми ведь готовят специалистов в сфере туризма. Вот только в этом году лишь один муниципалитет подал заявку, а бюджетных мест – 10. Татьяна Супряткина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.